Алло, брат, салам, как дела? Нормально, как сам. Слушай, брат, тут такая ситуация, деньги срочно нужны. Можешь занять? Брат, сори, нет возможности. Сам понимаешь, жена, дети. Сори. Че готовим? Подожди, я замазан. Че, может, увидимся? Пообщаемся по пиву? Я извини, жене обещал фильм посмотреть. Сори, брат. Достал твой Азамат уже. Вот здесь. Это мой друг. Друг мой. Какой еще друг? Ты женатый человек. Забудь ты про них уже. Короче, давай. И утром потом не сыграю песню новую. Куда прешь, долбан? Ты что, слепой, блядь? Не видишь, куда идешь? Куда летишь, братан? Ты что, гонишь, что ли? Не сумею, время медленным током по проводам. Вы что, вдвоем, бля, герои, что ли? Давай вечером пообщаемся, встретимся. Да не вопрос, тяни кого хочешь, здесь 8 часов вечера. Ко мне вновь тебе адресованное письмо. Да на дороге с двумя быками цепанулся, вечером стрела, короче. Походу они там вдвоем будут. Звони друзьям. Конечно, звоню вот сейчас. Посмотрим. Алло. Салам, брат. Короче, вечером помощь твоя нужна. Не могу, извини, дома жена, дети. Поэтому сори. Аян. Извини, брат, не получится. Тоже не может. Азамат? Азамат? Да без проблем, поехали, давай, поехали, пообщаемся. Все. По крыше, на краю обрыва, сердце тише, крепко зубы стиснув, тихо, еле слышно, догорают письма. Поздний вечер, ветер рвет провода, мою боль увенчает упавшая звезда. А помнишь те ночи в лунном прицеле? Мы тогда загадать не успели. Ярким дыханием ночь. Нет, да! Мелкие строчки не отправить почтой, не вернуть назад, не услышать голос, не взглянуть в глаза. Катилась звезда одинокой потери. Может, я вру себе, но себе не верю. Лишь только тени фонарей слепых, горели письма без точек и запятых. Сердце тише, звезды не падают, летают неоконченными строчками, догорая. Сердце тише. Дождь стучит по крыше, на краю обрыва.